1 сентября 2021 года в школы Башкортостана отправились 498 тысяч учеников. Из них 58 тысяч – первоклассники. Ко Дню знаний в регионе отремонтировали 18 школ. Новых до конца года появится 9 в селах Михайловка и Булгакова Уфимского района, в Миловском парке, а также в Уфимском микрорайоне Инорс, а еще в Нефтекамске, Бишбуляке, Тастубе Дуванского района и Акьяре Хайбулинского района. Они рассчитаны на 6322 места. Один из таких объектов – Центр образования знания в селе Зубово Уфимского района. Здесь уже начали работать школа на 640 учеников и детский сад на 160 мест. Глава Башкортостана Ради Хабиров на открытии Центра образования знания. Внимание! Торжественная линейка, посвященная Дню знания и открытию Центра образования знания, объявляется открытой. Вам слово, дорогие ученики. Двери в школу открываются, скорее уроки начинаются. Скорее, школа, нас встречай, год учебный начинай. Пусть в этой школе будут сильны традиции крепких знаний, пусть раскрываются таланты будущих певцов, танцоров и актеров. Пусть здесь сбываются мечты детей о высоких спортивных достижениях. Пусть уроки приносят радость и учат добру. Слово имеет глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Доброе утро, дорогие школьники, доброе утро, уважаемые учителя, педагоги и, конечно, доброе утро, уважаемые родители. По доброй традиции 1 сентября, в День знаний, мы открываем новые школы. И сегодня в Зубово мы открываем эту замечательную школу. Я, конечно, хотел прежде всего поздравить наших школьников, пожелать им хорошей, замечательной учебы, получить не только знания, но и продвинуться и в спорте, и в культуре. И, конечно, в этот день я хотел поблагодарить огромную армию наших дорогих учителей, потому что именно на ваши плечи ложится главная задача – воспитывать наших молодых, воспитывать подрастающее поколение. Спасибо вам всем огромное. Я сегодня, конечно, должен сказать, что в непростое время мы живем. Санитарные ограничения существуют, и я вас всех очень прошу поберечь себя, поберечь учителей, поберечь ваших детей, поберечь родителей. Если мы будем аккуратно все выполнять, все требования, которые есть, мы с вами с этой проблемой, с этой бедой справимся. Всех с праздником, с Днем знаний и вперед. Спасибо. Спасибо вам, уважаемый Ради Фаритович, за теплые слова и пожелания. Генеральный директор ООО «Тортранстрой» Гелемьянов Дмитрий Маратович вручает ключ знаний от нового здания школы директору Центра образования Павлу Анатольевичу Деркачу. Аплодисменты, дорогие друзья! Доброе утро, уважаемый Ради Фаритович, уважаемые родители, учителя, ученики. Сегодня мы принимаем участие в открытии социально значимого объекта, очень важного, это образовательного центра, который состоит из школы и детского сада. Это здание получилось инженерно очень продуманным, очень функциональным как снутри, так и снаружи. По традиции, вручая символический ключ, я желаю всем детям успехов и здоровья. Спасибо. Итак, звучит первый звонок в новой школе. Учебный год открывая, пусть звенит этот первый звонок.
заливистым звоном встречая всех пришедших на первый урок. Торжественный момент. Свою жизнь начинает муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования знания» муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан. Дорога в страну знаний открыта. Ручки обработать можно справа. Вы медицинский инспектор, да? Да. А вы с колледжа или с... Университета. пятый курс. Спасибо. Показывайте. Наш новейший центр образования на 640 мест, школа и 160 мест детский сад, построенный в рамках нацпроекта «Демография», построенный ООО «Дортрансстрой». Буквально за год и 3 месяца у нас объект введен, построен достойно, качественно. То есть я присутствовал на всех этапах строительства, контролировал их, поэтому с твердой уверенностью могу сказать, что центр безопасен и построен по всем стандартам. Нас встречает Жанна Францевна, наш учитель физики, Здравствуйте. который расскажет конкретно. Кабинет физики у нас оснащен по последнему слову техники. Здесь представлены лабораторное оборудование для подготовки к итоговой аттестации. Для того, чтобы дети 7, 8 и 9 класс, работая с этими приборами, на экзамене не испытывали никакой стрессовой ситуации. Цифровые лаборатории для детей 15 комплектов. Производитель рекомендует по 2 человека на 1 комплект, поэтому, естественно, у нас на 30 человек комплектов. Спасибо, с праздником вас. Спасибо большое. Мы сейчас проходим в кабинет информатики. Кабинет информатики действительно очень хорошо оснащен, компьютеры очень качественные. В ближайшие лет 5-7 они морально не устареют. Здравствуйте. Наш учитель информатики Ксения Сергеевна. Ксения Сергеевна, представляйте, пожалуйста. Доброе утро, приветствую вас в классе информатики. Класс информатики оснащен мощнейшей компьютерной техникой на программном обеспечении Linux Astra. Это наше российское программное обеспечение. Также у нас есть мобильный класс. Это ноутбуки, которые предназначены для цифровых лабораторий. Мы выдаем, и дети уже работают с цифровыми лабораториями, например, по физике. Ну, учителя предметники могут Да, учителя предметники их могут также брать. Это вот. Здравствуйте. Этот класс Это доп. Образование. и 3D-моделирование. Ух ты. Здесь будут проходить занятия. Ну, кружковые Это доп. образование. Доп. Это образование. дополнительное образование. кружка уже у них записались дети. Да, дети записываются. А когда будет это после обеда, да? Занятие доп. образования? Да. После обеда, наверное, да? У нас вот молодые учителя, берем на работу. Здорово. А что Глаза заканчивали? горят. БГПО. БГПО заканчивали. Да. А вы? Тоже БГПО, да? Ладно. Праздника вас. Да, Праздник. Праздник. Теперь Это актовый зал. видимо, актовый да? зал у нас Можно? есть. Можно, конечно. На сколько мест? На 110 мест у нас актовый зал. Хватает, наверное, да? Оснащен проекционным оборудованием, оснащен музыкальным оборудованием. Опять же, здесь можно демонстрировать и фильмы, и все что угодно. Опять же, все есть для образования. Сцена небольшая, да? Сцена небольшая. Не можем, а будем делать здесь театр обязательно школьный. Развивать детей, актерское мастерство. Молодцы. Здесь мы работаем совместно с Домом детского творчества. Уже опять организовываем кружки. Со 2 сентября уже пойдут у нас дети. Это парты детские, да? Вот, да, здравствуйте. А сколько малышей? 6 на 30. Ух ты. По 30, Детей да? много, вынуждены сажать, стараемся. Ясно. Готовы? Ладно, хорошо. Но все потребности уфимского Ну, мы, Булат Игоревич, как решили? Вот вас как зовут? Василий Рейка. Вот как будем преподавать, чтобы их не мучить в масках? Они на расстоянии? Все договорились, 1,5-метровой, еще демаркационную линию здесь не приклеили, да. Просто мы исходили из чего? Мы все-таки хотели, вам немножко, если какую-то действительно дистанцию делать, то маски, чтобы снять, тяжело. В маске тяжело говорить, это мы понимаем. Да, и бывает, когда мы звуки произносим, дети Конечно. Артикуляция. Да. без этого никак не... И потом выражение все-таки детей обязательно надо, поэтому вот такое решение приняли. И пока детей к доске первую четверть не будем вызывать. Да. Нам с вами надо пережить
3 недели. За это время как раз все мы перемешаемся, как говорится, и если где-то что-то произойдет, потихонечку подлечим и все. Но нам, чтобы масштабных никаких проблем не было, я думаю, что вот аккуратно пройдем этот период. Так что вам немножко потерпеть надо. С праздником вас. С праздником. Это у нас совмещенный логопедический кабинет и игровая. Вы логопед, да? Да, я логопед, считаю, профессиональный педагог. У нас А вы штатные здесь, да, получается? Штатные, да? Здорово. А к вам как индивидуально приходят, да, заниматься? Индивидуально или... Мы сначала обследуем. А, вот так вот, ага. И уже какое нарушение выявляете и по нему работаете, да? Групповые и индивидуальные. А это начальные классы, да? Да, начальный класс. Если надомники и ПМПК идут, то и у них тоже, если прописано ПМПК, то тоже занимаемся. В общем, у вас техники достаточно. Современнейший логопедический стол. Да, мы довольны. Мало где есть. Ну, самое главное оборудование для логопеда вот это зеркало. Это зеркало. Да, где логопед вместе с ребенком садятся, друг на друга артикуляцию смотрят. Да, обязательно. Да. Рафич, а кто покупает оборудование в школы? В данном случае республика нам выделила денежные средства в размере 42 миллионов рублей. Это было уже на усмотрение администрации. То есть мы это все сами покупали. Что нам необходимо? Спасибо. Спасибо. Праздник вас. Здравствуйте. Очень светло, уютно, тепло. Сейчас мы заходим в кабинет. Это малыши, да, получается? Это малыши. Ага. Только первый класс. А вот сейчас у них идут классы, родители ждут их, Да, да? сейчас у них идет классный час. Ага. Добро пожаловать. Здравствуйте. 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 Ну как настроение? У нас настроение отличное. Все. К учебе. Сегодня у вас, наверное, собрание, а уже завтра начнется вся учеба. Да? Учебный процесс начнется, да, ребята. Так, садитесь. Всё. Спасибо. Праздника вас. Праздником. Юлиана, что хочешь сказать? Юлиана? Ради Фаритович, можно с вами сфотографировать? Можно. Идем. Ой, да. Идем отсюда. Так, ставимся, ребята. Спасибо. С праздником вас. Спасибо. С праздником. Если у вас есть... Ну, у нас книга серии почетных гостей. Если есть возможность, оставьте нам, пожалуйста, ваши пожелания нашему первому Б-классу. Спасибо вам. Спасибо. Вы классный руководитель, да, Да, получается? классный Сколько лет уже работаете? 34-й год. 34 лет, да. Ладно. Спасибо. Спасибо. Ладно. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас всех. Праздников. А вы наша молодая еще, да? Да, я молодой. Сколько у вас еще? Сколько лет работаете или вот только начали? Ну, у меня есть опыт работы 2 года в школе. 2 года. Здесь, ну, в смысле, здесь Зубово где-то? Нет. А где? Я приехала из Бежблякского района. Вот так вот. Ну, нравится здесь? Нравится, очень. Вот. Я очень рада, что Павел Анатольевич тоже принял на работу. Большое ему спасибо. Ну, нравится За его вам? поддержку, да. Готовились к открытию школы. Ради Фаридович, вот уникальный человек, она только заканчивает ВГПУ. Ага, а вы еще заканчиваете, да? Да, да. Пришла устраиваться на работу, учитель первой категории уже. Вот с такой пачкой грамот. А, то есть у вас педагогическое образование было какое-то, колледж или нет? Или вы просто пока учились студентом, да? А, молодец какая. Ладно. Нравится вам в школе, нет? Нравится? Ну что, давайте с 1 сентября. До свидания. Садитесь. Продолжаем наш разговор. Кабинет ОБЖ у нас опять же оборудован электронным тиром, ростовыми тренажерами. Так, вас мы уже видели. Ох ты. У нас, Ради Фаридович, здравствуйте, у нас ученики расскажут вам. У нас есть 2 тренажера-манекена. Один тренажер оснащен контролером индикатора. Сейчас вам ученица 11 класса расскажет, как работает контроль. Данный тренажер-манекен предназначен для отработки сердечно-легочной реанимации, который оснащен датчиками, подключенный к контролеру, у которого есть индикаторы. Если действие выполняется верно, то загорается
Зеленый индикатор, если неверно или нарушена последовательность, то красный. Также есть второй манекен. Тренажер-манекен предназначен для отработки навыков эксплуатации пострадавших. Тут присутствуют индикаторы ранений и поражений, благодаря которым можно тренироваться накладывать повязки, такие как, например, ранение пальца. Да, здорово. Спасибо. Сейчас вам, ребята, ученик 10 класса Мурат и Асмик, ученица 11 класса, продемонструют неполную разборку, сборку автомата Калашникова. Да. А на скорость умеешь? Да. Вы умеете, Радифович? Молодец. Все правильно? Абсолютно молодец какой. Здесь что главное, хладнокровие? Тренировка главная. А ты, да, молодец. А ты? А, спустил, да? Молодец. Молодец. Норматив выполнил. Рад Фаридович, также у нас есть лазерный тренажер для оттачивания навыков стрельбы по мишени, чтобы ребята могли тренироваться стрелять. Снимаем предохранитель. Перезаряжаем. Целимся. И попал в семерочку. Ух ты. С фиолетовым. А, вот она. Ага. Да. Ага. Ух ты. Еще один у нас мужской кабинет. Это у нас кабинет технологий. Мальчики оснащен современнейшими станками. Нас встречает Шатмуратович Муратович. Преподаватель, способен преподавать на 2 языках, на русском и башкирском. Потихоньку готовимся к полилингвальной школе, может быть. Шатмуратович Муратович, вам слово. Очень сильно постараться надо, да. Ради Фаридович, біздің технология кабинетінде өте қызметке рақты инструменттар да, оборудованиялар бар. Аллаға шүкір. Безопасность із қаралған. Бізде өз ЧПУ менен станоклар бар ма? Ну, все есть. Ух ты. Токарный, интерактивный токарный станок. Он сразу 4 нейді көреді. Бұна бұл біздің заготовка, виртуальный изображение, біз реальный бетті қарайды. İşlep de kuratırgan можем. Evet. Бuna деталь уже yapılma деталь gelirse. Алюминием он? Yok, ödevden kurgaç. Yok, алюминием он? Ай. А это? Это пылесосы для станков по дереву. Вот у нас также станок для лазерной резки в наличии имеется. Ух ты. Мы можем открыть. Темирде гравировка была. Недек фанераларды выжигать етіп бүгіл. Қырқып саған. Қырқып саған. Ай, матрона не тәргіп саған. Ну, был импортный, да? Что им? Импортный? Ай. Российского оборудования пока нет такого. Да, мы закупаем лазерные станки на вот предприятие, хотя уже появляться начинают российские. Здорово. Муниципальные заказы будем размещать потом здесь. Да. Нет, здорово. Смотрите, так довольно богато оснащено. Стаж какой у вас?
Стаж 11 лет. 11 лет, да? Дара рахмат. Барамна. Рахмат. Это вот спортивный блок, да? Это у нас спортивный. Раздевалка девочки. Раздевалка девочки, раздевалка мальчики, тренерская имеется. 2 снарядных у нас имеется в наличии. То есть оборудовано хорошо, бичей достаточно, лыжи есть, лыжная база, все у нас есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы уже как доп. Образование заводим УШУ сюда. Ага. Ух ты, и форма у них уже какая. А вот это вот что за покрытие? Толстый линовый, в смысле, да? Дополнительный спортивный зал для, скажем так, усиленной подготовки детей. Сейчас я. Ребят, спасибо большое. Спасибо, молодцы. Здесь мы можем уже готовить настоящих спортсменов. У нас здесь тренажерный зал, который сам подбирал на все группы мышц. А есть тренер, который будет... Есть у нас тренер, у нас приходит Салават, сейчас очень сильный тренер по физической подготовке. Потому что здесь способный работать с этим. Ага. Тренер будет, все. Прекрасно. Получается, вот у вас большой зал, вот этот зал, да? Вот Два этот зала зал, у вас. да, 2 зала. А по борьбе решили так, мобильный ковер. Да, расстелили. Да. Перед началом тренировки они расстеливают, натягивают, сделали. Это занимает 10 минут. Для них это уже разминка. Да. Закончилось, сложили в углу и побежали. Борьба у нас будет обязательно. С ДЮСШ вот так договорились. Радий Фарич, предлагаю пройти в столовую. У нас современная столовая на 216 мест детей. С прекрасным оборудованием, я даже считаю, что ресторанного уровня. У нас есть пароконвектоматы современные, которые позволяют готовить детям здоровую пищу. Но вот сегодня вы кормите или нет? Сегодня мы кормим детский сад. Детский сад. А где школьников кормят? Школьники у нас уже заходят завтра, первоклассники, Радий Фарич, прошу пройти. Первоклассники заходят завтра, начальная школа заходит завтра, они питаются уже бесплатно, согласно программе. Здесь, получается, Уфа кормят, да? КШДП Уфимского района. Здравствуйте. С праздником вас. Здравствуйте. Тут как организация? Вот кто кормит здесь? Уфимский комбинат детского питания. Уфимский? А, вот так вот решили, да? Кормим весь Уфимский район. У нас везде меню одинаковое, 10-дневное. Филипп Петрович, да, я. Это вот все школы ваши кормят? Все детсады, все школы. Мы вот заезжали в цех, помните, да, вот это Вы уже добили же, да? Все, они работают полностью, да. Полностью. Ну все. У нас каждый день, раз в неделю обязательно мясо, курица, рыба. Молочка у нас молочная кухня. Своя, наша республиканская, все очень довольны. Посуда брендированная. Да. Да, посуда брендированная. Все новое, да, здесь? Это абсолютно все новое. А вот как обеспечиваете, чтобы оно теплое было? Или... Стараемся, естественно, проводить накануне. Накрывать. У нас же нет у нас раздачи питания. Здесь есть тележки, поэтому заранее созваниваемся. А тележки подогреваемые или нет? Нет, не это обычно для раздачи, для ускорения процесса. Вот демонстрируем 10-дневное меню, Радий Фарич. Вот он, 10-дневное, да? 10-дневное меню. Здравствуйте. Вот наша молочная кухня. Угу. А вот они получают на завтрак вот это, да? Они на завтрак кушают? получают у нас 3 раза Наверное. в 2 недели выдают. 3 раза в 2 недели? 2 недели, да. Ну, мы перешли на молочную кухню весной прошлого года, поэтому, конечно, дети сразу оценили. У нас не только полуфабрикаты, у нас идет мясо и голышом, и рыба у нас есть кусковая. Едят вообще, нет, дети? Мы меню разрабатывали с учетом желаний родителей. Да, у нас есть рекомендованное меню, но тем не менее у нас есть некие изменения от рекомендованного. Значит, смотрите, вот мы приняли решение какое? Сегодня оформим мы его? Мы повышение делаем. Небольшое. С скольки мы повышаем? С 57 рублей до 64 рублей. Это обед. То есть мы немножко денег добавляем. То есть... Это очень приятно. Да, вот просто знаете. Ладно, потому что у нас немножко ниже было, чем других. Вот нашли деньги. Ну ладно. Ну что, начинаем. Ладно. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. Хочу немножко рассказать. У нас помимо спорта внутри школы, у нас есть еще уличный спорт. У нас 3 площадки. Это волейбол. А сколько учителей физкультуры у вас? Футбол 3.
Трое, да? 3 учителя физкультуры. Все заняты, у всех есть работа, ставки хорошие, часы тоже хорошие, заработная плата, соответственно, хорошая. Вот уже дети занимаются. Да, здорово, здорово. У нас 100-метровку сделали, да? Или... 100-метровка есть, да, то есть, опять же, комплексное физическое развитие мы можем ребенку обеспечить. Садик, вот прошу пройти в зону детского сада. Пойдем? Детский сад запустили мы 15 июня, он работает 2 месяца. Воспитатели у нас люди уже творческие, они его украсили, они его обжили, туда уже приятно заходить, даже вот сейчас посмотрите теневые навесы веранды. Они уже раскрашены, разукрашены, родители сами занимаются творчеством, причем с удовольствием. Огромное вам спасибо за то, что вы уделили нам внимание. Спасибо, спасибо. Вам это очень приятно. Хорошая работа. Коллектив сколько у вас? Коллектив у нас 60 человек. Вместе, такое уже понятное вам, наверное, да, все? Да. А у вас опыт-то какой? Я, можно сказать, начал в прошлом году. В прошлом году. Ну вот, держать. Мне кажется, интересная работа. Мне это очень интересная работа. Я горю этой работой. Там смотрите, что я попрошу. Пометьте Забелину поручение, чтобы в 2021-2022 году вы готовьте, а мы профинансируем стоматологический кабинет. Спасибо огромное, Раиса Фаридович. Чтобы, да? Школа-то большая. Тут в итоге сколько будет? Детей? Да, всего, со всеми. Ну, где-то под 1000 В почти. данной ситуации будет больше. 900 только школьников, плюс 400 дошкольников. Поэтому вот давайте в 2022 году вы найдете хорошее помещение. Мы сюда, соответственно, на вас же вместе с министром здравоохранения найти стоматолога уже. А мы где-то в первой половине 2022 года сделаем кабинет. Давайте. Спасибо, Раиса Фаридович, огромное. Так что это будет на пользу. Раиса Фаридович, можно совместное фото на память? До свидания, до свидания, до свидания. Всем спасибо. Хорошая школа получилась. Спасибо. А за сколько построили вы ее? За 1,5, да? Полтора года? Еще одну надо построить. На другой стороне, Ради Фаридович, мы место уже нашли землю. Нашли место? Да, если было Акилович, уже отрабатываем вопрос сейчас. Все, начинайте, я ей поручение дал тогда. А так, да, делаем. Вот такие школы должны быть. Невысокие, а вот так, с хорошей спортивной базой. Территория. Территория хорошая, Где да. я вырос, Петр Рафаэльевич, будет вообще. Да. Ну вы подсаживаете, наверное, каждый год будете подсаживать. Это лето не дало вообще. Вот то, что волосло, Да, да. поливали газон, это заметно. Ладно. Спасибо. Все, но мы еще... Да. Спасибо. Раиса Фаридович, красивая школа, детский смех. Что может быть лучше? Ничего не может быть лучше. Как вам вообще школа? Очень понравилось, очень понравилось. И очень, во-первых, знаете, мне что нравится? Ее можно построить быстро, за не такие дорогие деньги. Поэтому, собственно, легко приняли решение, что мы еще одну школу такую построим. А Зубова очень быстро развивается. Вообще это здорово. Вот пока я ехал, то многоквартирные дома, то индивидуальное жилье идет. Я говорю, когда у людей есть квартира и дом, это очень хорошо. А там появляются дети, поэтому наша задача школы строить. Школы-садики. Поэтому хорошее начало. Спасибо. С праздником! Спасибо.